прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 5 января. По зову сердца. Добрый путь. Возвращайтесь живыми и здоровыми к своим семьям. Удачи вам. Ахмат! Сила! Россия! Аллаху Акбар! В зону проведения СВО отправилась новая многонациональная группа добровольцев. Праздник продолжается. Многие приходят сюда целыми семьями, причем не только местные жители, но и гости. Новый год в Грозном празднуют народными гуляниями. Новые правила. Быть более внимательными к деталям, чтобы своевременно получить положенную вам помощь. С 1 января вступили в силу изменения по выплате единого пособия на детей. Из Грозного в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, которая пополнит ряды спецназа «Ахмат». За их плечами спецподготовка в Российском университете спецназа, где бойцы освоили тактические приемы, навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности. В составе контингента как опытные воины, так и новобранцы. О мотивации добровольцев в репортаже Турпалали Тайсумова. В зону специальной военной операции группы добровольцев отправляются после тщательных этапов подготовки. Очередной раз защитники Родины построились на территории международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. У взлетной полосы их тепло напутствовал председатель правительства региона Магомед Даудов. По его словам, сплоченность и дисциплина – это одни из главных критериев успеха в борьбе с врагом. Бойцы, самое главное, берегите себя, поддерживайте друг друга. Надеюсь, что на месте достоинством и честью вы выполните то задание, которое нам поставил Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. От вашего лица хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который нам помогает, главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича, который с первых же дней, вы сами знаете, взял инициативу по созданию добровольческих отрядов. И мы с марта месяца 2022 года отправляем еженедельно добровольцев, защитников нашего Отечества в зону проведения СВО. Берегите себя, поддерживайте друг друга. Добрый путь. Возвращайтесь живыми и здоровыми к своим семьям. Удачи вам! Ахмат! Сила! Россия! Аллаху Акбар! Удачи вам всем! Многие из тех, кто отправляется спецбортом в места дислокации, летят туда не в первый раз. Но когда рядом опытные командиры и крепкая мужская поддержка, даже новички чувствуют себя уверенно. А ведь подготовка ведется в строгом соответствии с поставленными задачами. Я полон духа, бодр и свеж от настоящего воспитания в данном коллективе с данными настоящими инструкторами, которых сразу понимаешь, абсолютно все предельно ясно. И я, в общем, научили всему, что я должен уметь, и буду использовать это максимально. Они из того, кто абсолютно был не подготовлен, даже не служил в армии, например, было за короткое время доведено все то, что должны уметь настоящие воины. Все предоставляется. Подготовки тоже в Российском университете РОС тоже отлично проводят. Там инструктора, можно сказать, самые лучшие, которые я бы где-либо встречал бы их. Вот. Особенно хотел бы пожелать всем, чтобы они все слушали инструкторов и четко и ясно себе воспринимали. Все необходимое предоставляется бойцам благодаря поддержке общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В список входит как амуниция, так и продовольствие, медикаменты и тяжелое вооружение. Подготовка Цана юития, духана, через меня барон, я балаш, боюсь бар. Но хок ахматисан подготовка, уж метксон генят, подготовка джою. Так я амс долома, теориц долома, цама ишит надо чадик дигдар. А шола со хонду чуача, первый час он уже дойден, он шола сосай уже желание, что лерсон. Тересал эрдар, Рамзан ажина, айманина. Хочу сказать, что спецназ «Ахмат» – это самое такое подразделение интернациональное, где служат с разных городов России. Наши ребята на самом деле все находятся на передовой, выполняют боевую задачу на высшем уровне. И хочу
отдельно поблагодарить Рамзана Ахматовича. Наши ребята с такой поддержкой однозначно все ребята будут возвращены домой в целости и сохранности к своим семьям. Благодаря таким бесстрашным людям Родине обеспечивается ее безопасность, чтобы ничто не смогло разорвать ее единство и национальную сплоченность. Без всякого сомнения, добровольцы – это мужественные сыны Отечества. Уже тот факт, что отправляются они по зову сердца для защиты интересов Родины, говорит о многом. Инструкторы Российского университета спецназа обеспечили насыщенную программу от напряженных полевых занятий до отработки тактики в условиях максимально приближенных к реальным. Турпал Лолита Исумов и Шамсудин Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. Детские аттракционы, национальная кухня и зажигательные ритмы лезгинки. В Грозном продолжаются народные гуляния. Гости и жители превратили центр столицы в праздничную площадку. Погода также благоволит. На улице плюсовая температура, а снег идеально дополняет новогодний антураж. О праздновании Нового года с национальным колоритом. Турпал Лолита Исумов. Новогодние выходные продолжаются. Жители и гости столицы все так же активно посещают центральную площадь Грозного. Ведь в самом ее сердце находится главная достопримечательность праздника – елка. При этом здесь очень много способов развлечь себя, своих близких и друзей. Дед Мороз, Снегурочка, а также персонажи всеми любимых мультфильмов и сказок в исполнении аниматоров радуют детей и родителей. Праздничная атмосфера не утихает, аттракционы развлекают. Если холодно, горячие напитки с едой находятся рядом. Про веселье и говорить не нужно, его хватает всем. На главной елке субъекта всегда многолюдно. В такую прекрасную погоду многие приходят сюда целыми семьями. Причем не только местные жители, но и гости. Как, например, регулярно приезжающая Елена Гусевская вместе с сыном Савельем. Летом, с их слов, очень красивые Нихолоевские водопады, а зимой любо-дорого смотреть на заснеженные горы. В это время столичная елка – место для посещения номер один. Город меняется очень сильно, в лучшую сторону. Вот. Всегда для себя находим что-то прекрасное в этом городе, удивительное. Вот. Ваши здания, мечети посещаем, очень нравится культура ваша. Тут такой симбиоз, вы как бы дублируете, такое ощущение у меня, горы и отражаете вашу красоту в зданиях. Из-за этого, конечно, колоритно смотрится. Кизино и Ам бывали, а ведучи еще в планах посетить у нас. У меня вообще здесь очень много друзей, очень много, да. Просто у нас здесь папа живет, мы к нему каждые каникулы приезжаем, поэтому они здесь живут. Вот, и у меня очень много друзей набралось. Часто переписываешься с друзьями? Очень часто, почти каждый день. Для красивого времяпровождения есть все. Погода позволяет насладиться каждым моментом, без особой спешки. Кому не хватает снега, тот обязательно найдет себе приключения, отправившись по горным местам. Они, к слову, многообразны и интересны. Турпал Лолита Исумов, Шамсудин Джабраилов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Минимальный уровень заработка, необходимый для назначения пособий на детей, увеличен. Это касается родителей, которые не имеют объективных причин для отсутствия занятости. Теперь он составит 8 минимальных размеров оплаты труда за 12 месяцев. Эти изменения вступили в силу с 1 января. Какие еще правила поменялись при оформлении единого пособия на детей, выясняла Медина Мударова. С 1 января 2026 года в России изменились условия назначения единого пособия для семей с детьми. Главная цель – сделать выплаты более адресными и справедливыми. Их размер будет ежегодно индексироваться, то есть расти вместе с прожиточным минимумом. Чем он выше, тем больше будет и пособие. С Нового года каждый трудоспособный член семьи, включая самозанятых, должен подтвердить свой минимальный доход. Этот минимум составит 8 минимальных заработных плат, что в сумме будет составлять 216 744 рубля, исходя из МРО в 2026 году 27 093 рубля. Пособие по временной нетрудоспособности, то есть по больничному, также будет учитываться ваш минимальный доход. Дополнилась уважительная причина отсутствия дохода.
Если вы получали пенсию по старости, по инвалидности, по потере кормильца в расчетном периоде 10 или более месяцев, то правило 8 лет к вам не применяется. Также с 1 марта 2026 года корректируется порядок учета алиментов. Если у вас нет судебного решения об алиментах, социальный фонд теперь будет учитывать их в доходе семьи автоматически. Сумма будет рассчитываться исходя из процента от средней зарплаты в регионе. Четверть на одного ребенка, треть на двоих, половина на троих и более. Если алименты были установлены судом, то будут учитываться фактически выплаченные суммы, указанные заявителем в заявлении. Эти изменения призваны стимулировать официальное трудоустройство и сделать систему поддержки семей более прозрачной и эффективной. С нового года правила становятся более четкими, а сама система поддержки более адресной. Важно заранее ознакомиться со всеми нюансами. Подробную информацию и полный перечень уважительных причин вы всегда можете найти на официальном сайте Социального фонда России. Важно быть более внимательными к деталям, чтобы своевременно получить положенную вам помощь. Медина Мударова, Жабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости – вот лишь небольшой список нарушений, которые фиксируют сотрудники госавтоинспекции. Основное внимание инспекторы в период новогодних праздников уделяют столичным магистралям с наиболее интенсивным трафиком. Как избежать неприятностей и не омрачить праздники, в репортаже Лейлы Муртазовой. Так начинается каждое дежурство сотрудников госавтоинспекции. Жезл, форма и поток машин. Далее стандартная процедура, проверка документов и напоминание автолюбителям о правилах безопасности. Пока большинство горожан отдыхают, сотрудники госавтоинспекции продолжают вести службу. Я нахожусь в патрульной машине. Инспекторы тщательно следят за порядком на дорогах, чтобы праздничные дни не омрачились авариями. В праздничные дни нагрузка на главные артерии города традиционно возрастает, а вместе увеличиваются и риски дорожно-транспортных происшествий. Чтобы обеспечить порядок и безопасность участников дорожного движения, в праздничные дни госавтоинспекция переходит на усиленный режим несения службы. В период выходных дней у нас значительно увеличивается количество автотранспорта и пешеходов. Кроме того, огромный наплыв туристов и местных жителей, которые посещают либо центральную часть наших городов, расположенных в нашей республике, либо курортные зоны, находящиеся в горных районах. С учетом увеличения количества автотранспорта у нас возрастает риск дорожно-транспортного происшествия, поэтому сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения. Основной задачей, которая является пресечение фактов нарушения правил дорожного движения, привлечение к административной ответственности, а также проведение воспитательной и разъяснительной работы с водителями транспортных средств. Экипажи ГИБДД круглосуточно дежурят на основных транспортных магистралях, а также вблизи мест массового отдыха. Инспекторы, особенно в условиях гололедицы, следят за контролем скоростного режима, соблюдением правил обгона, использования ремней безопасности и любых других требований для безопасной эксплуатации транспортного средства. Сами водители отмечают важность таких проверок и благодарят за внимательность и бдительность. Именно такая ежедневная, слаженная и оперативная работа позволяет сотрудникам сохранять порядок на дорогах независимо от даты в календаре, погодных условий и времени суток. Благодаря бдительности сотрудников госавтоинспекции по Чеченской Республике в регионе традиционно сохраняется низкий уровень аварийности. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном проходит кастинг актеров для съемок короткометражного фильма «Латта. Земля» на грант от Фонда поддержки регионального кинематографа. На пробах претенденты борются за 3 главные роли, а также за эпизодические позиции. На кастинг пришли как профессиональные артисты театра и кино, так и талантливые ребята, желающие попробовать себя в кинематографе. В первую очередь я смотрю на то, как на личный опыт человека, потому что он так или иначе неотделим от того, что он будет играть на экране. Я глубоко убежден, что то, как жил человек, то, чем он живет, всегда отражается внешне, внутренне. И поэтому мне очень важно, какой человек в первую очередь сам по себе. И уже его актерские способности мы
Сегодня у нас больше мы как раз-таки смотрим на то, как вживую люди выглядят, на то, как они держатся перед камерой, на то, как они себя чувствуют, насколько им близка эта роль. У нас также дальше планируется несколько этапов кастинга, когда мы будем с ним уже проводить читку сценария, смотреть какие-то сцены из фильма, отыгрывать. Поэтому это первый этап кастинга, он пройдет несколько этапов. Короткометражная лента режиссера Адама Дунаева рассказывает драматическую историю поиска мальчика, пропавшего в горах. Съемки, намеченные на январь-февраль, пройдут в живописных горных локациях. Несмотря на сжатые сроки, премьера фильма запланирована уже на весну. Что самое важное в реализации этого проекта, что мы снимаем его в Чеченской Республике, что нам кажется важно для развития сферы кинематографии. Нам важно самим развиваться в этом направлении, и в этом нас поддерживает Министерство культуры Чеченской Республики, Министерство национальной политики, печати и информации. И в целом мы получаем всевозможную поддержку в целом от людей. Также хотелось бы выразить благодарность Театру юного зрителя, где у нас проводится очный кастинг. С наступлением вечера чеченская столица преображается в сказку. Тысячи ярких светодиодных гирлянд, эффектные инсталляции, новогодние иллюминации озаряют Грозный разноцветными огнями. На улицах многолюдно, а то и больше, чем днем. А самые теплые и радостные эмоции дарит главный герой праздника Дед Мороз и Снегурочка. Лимда Джамалдинова погрузилась в мир сказки. Первые дни Нового года в Грозном проходят ярко и оживленно. Центральная площадь остается главным местом притяжения для гостей и жителей Чеченской Республики. Столица в эти праздничные дни преобразилась до неузнаваемости. Улицы города превратились в ожившую страницу волшебной книги. Центром всеобщего восхищения стала величественная елка. Вокруг нее царит неумолчная карусель счастья. Новый год вообще Грозный вообще как раз и Детский смех и радость слышны повсюду. Аттракционы, установленные на площади, манят к себе как детей, так и взрослых. Карусели крутятся под звуки праздничной музыки, а смелые любители острых ощущений выстраиваются в очередь. Карусель называется центрифуга. Она невозможно быстрая, она вызывает бурю эмоций, даже кружится голова. Я приехала с Махачкалы, мне понравилось, было очень круто, и все отлично. Особую магию дарят неутомимые аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Здесь каждый уголок наполнен движениями и яркими впечатлениями. Здесь есть Снегурочка, Мишка, Дед Мороз. Мне здесь нравится. Не менее оживленно и на ярмарке. Здесь продают сувениры, сладости, горячие напитки, подарки, игрушки и многое другое. Веселье продолжается целыми днями и вечерами. Любой желающий может подарить себе и своим близким чудные моменты радости. Туристы приезжают в Грозный, чтобы провести новогодние каникулы именно здесь. Елочка очень красивая. Взяла внуков и приехала посмотреть на достопримечательности Грозного. Понравилось, очень красиво. Праздничная обстановка в центре города будет сохраняться до конца новогодних каникул. Грозный готов стать местом ярких и незабываемых впечатлений для всех. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнаха в социальных платформах.